Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто скрывает свои чувства от вас? Какие это чувства? Кто это человек? Все сейчас с вами посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть откроется правда. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Здесь от вас скрывают любовь. Здесь чувство называется любовь. Причем любовь чистая, настоящая, искренняя. Здесь мне показали образ мужчины. Смотрите, вот он. И у него к вам любовь. Видите, это сердечко. Он вас любит. Любит по-настоящему. Между вами сейчас, видите, расстояние, и между вами время. То есть вы где-то в другую сторону смотрите, а он издалека смотрит только лишь на вас. Только лишь на вас. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но здесь четко показано, что человек именно вот как живет вами, мыслями о вас, чувствами к вам. Чувства действительно настоящие, и чувство — это любовь. Любовь такая зрелая, полноценная и очень-очень сильная. Очень сильная. Этот мужчина, он как-то вот прям не решается к вам подойти. Вы в его глазах как будто бы какая-то принцесса, как будто бы вы вот неземная какая-то, да, вот как трогать вас нельзя, на вас молиться надо. Вот такое у него отношение к вам, девчонки. Он вами восторгается, он вами восхищается. Он вот мыслями о вас, он как согревает свое сердце. Согревает. Я не могу понять, кто он вам. Кто он, потому что вы вообще от него отвернулись. То есть вы о нем и не думаете, и не знаете, и даже не подозреваете, что он вас так сильно любит. Надежно прячет свои чувства. Очень надежно. И еще, смотрите, этот мужчина, он сейчас к чему-то готовится. У него в жизни что-то сейчас будет происходить такое важное, переломное. Он к этому готовится. Почему он к вам не подходит? Почему он вам не говорит о своих чувствах? Может быть, вы кем-то другим увлечены, либо о ком-то другом думаете. Может быть, вы вообще, в принципе, в семье живете. И по этой причине он к вам не подходит. Он не боится получить от вас отказ. Он боится чего-то другого. Я вот не могу понять, чего он боится. Давайте я на оракуле посмотрю, почему он к вам не подходит, почему он о своих чувствах вам не говорит. Чувство-то настоящее, чувство-то сильное. Давайте посмотрим, знаете ли вы этого мужчину. Знаете. У вас общая дорога в один какой-то дом. Либо это ваш сосед, либо это даже как коллега, может быть, если вы работаете, либо это даже какой-то родственник может отыграться. Знаете, вы знаете этого человека, вы его видели. Хорошо, почему он перед вами не открывается? Что мешает ему открыться перед вами, если так сильно любит? Что мешает? Что мешает? Началось. У многих из вас отыграется, что мужчина не свободный. Не свободный, например, у него есть дети, и у него, кстати, может быть еще и жена, с которой он связан, да, узами законного брака. И жена такая, знаете, отчаянная, то есть с плохим, склочным характером. Может быть, она ему угрожала, может, она ему, знаете, как угрожает. Если ты меня бросишь, там, детей никогда не увидишь, либо ребенка никогда не увидишь. И опять же, у него много проблем.
много проблем. Вот что он к вам придет и скажет: вот я такой проблемный, женатый, ну типа люблю тебя, да, соглашайся быть моей любовницей. Конечно, он так не скажет, потому что вас он ценит превыше всего и очень сильно вас уважает, понимает, что вы достойны лучшего. Видите, как даже вас показали, он вас на ступеньку выше себя показывает. Знаете, как сам себе говорит, что вы лучше, чем он, и как он не смеет в сегодняшнем моменте к вам подойти, о своих чувствах сказать. Но он постоянно за вами наблюдает, он постоянно отслеживает все события, все ситуации в вашей жизни. Каким образом? Ну, может быть, через кого-то, может быть, как-то подслеживает за вами. Но он в курсе того, что происходит в вашей жизни. Он знает про вас, ну пусть не все, но достаточно много знает. И, девочки, у кого-то еще из вас отыграется, что этот мужчина как такой, знаете, защитник, либо помощник, такой незримый защитник, незримый помощник. Он уже вам чем-то, либо в чем-то помог. А вы так и не поняли, что это был он. Даже не догадались, что это вот прям помощь стороннего человека пришла. Что-то недавно происходило, и вот он то ли заступился за вас, то ли что-то, вот знаете, как договорился, чтобы вам что-то сделали. То есть как помощь какая-то от него была. Что-то произошло, что хорошее произошло. Вот подумайте, что случайно хорошее произошло. Это было при его подаче, при его содействии. То есть он как действительно такой ангел-хранитель земной, что-то для вас делает, либо сделал. Так, еще. Здесь мужчина, у кого-то даже отыграется очень такой набожный, либо верующий. И мужчина, который за вас молится. Знаете, вот ежедневно читает молитву и упоминает вас в своей молитве, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас все было замечательно, чтобы беда вас обошла, чтобы горе вас не коснулось, чтобы плохие люди вам зла не причинили. Вот как молитвы читают, у кого-то отыграется. Так, девушки, женщины, если вы не свободны, если у вас есть парень либо муж, то этот мужчина никогда не позволит себе вам сказать о своих чувствах. Никогда не позволит нарушить ваш покой. Никогда не влезет в вашу семью, никогда не лезет в ваши отношения. Только лишь при условии, что он свободен, вы свободны, только так он может вам открыться. Но поскольку он сейчас точно не свободен, то, девочки, пока здесь стоп стоит. А мужчина, это, знаете, как мне показывают, это ровно то, чего вы хотели. Ну вот как мечта, да, вот с кем бы я хотела быть. Вот сильные качества мужские, вот все в нем есть, все. Вы как-то поздно с ним встретились, либо, ну, не своевременно, да, если бы там на год раньше, либо на 2, вы бы были прекрасной парой, и у вас все было бы замечательно, но видите, как не случилось. И еще важный момент, который вы должны знать. Этот мужчина в ближайшие 2 месяца. В ближайшие 2 месяца что-то произойдет, и этот мужчина, он для вас еще что-то сделает. Но здесь прям как жертва идет с его стороны, как чем-то пожертвует, либо собой пожертвует, либо ну, вот какое-то действие, направленное в вашу сторону, в ваше благо, и оно как жертва идет, как жертва, его жертва идет. Что-то сделает, как-то он выступит, как-то он себя, ну, даже обозначит. Вот вы поймете, кто это такой. Не знаю, может, помогать вам станет, может, там деньги вам даст, может, помощь какую-то выделит, может, действительно заступится за вас. Вот что-то он делает себе, как говорится, в убыток, вам во благо. То есть такой момент. А вы будете потом думать, зачем он это сделал? А потому что любит, девчонки. Он любит по-настоящему. Для него нет цены вопроса, для него есть цена вашего счастья. Так идет. Вообще просто непонятно, почему вы раньше не сошлись. Я хочу посмотреть. Потому что идет такое ощущение, что вы просто, ну, как созданы друг для друга. Ну почему тогда вы не вместе, если вы созданы друг для друга? Почему?
Ну, здесь говорят, что на него какая-то змея напала. Я так понимаю, что его каким-то образом его жена, или кто она там ему, да, сожительница, на себе женила, либо как его взяла в плен, да. То есть каким-то хитрым образом, может быть, даже приворот какой-то был, либо действительно там как забеременела женщина и начала там требовать, чтобы он на ней женился. Каким-то таким образом, да, она хитростью, как змея, вползла в его жизнь и тем самым нарушила ход событий, который должен был происходить. Потому что здесь четко показано, что вы прям созданы друг для друга. Вы как-то прям идеально друг к другу подходите. Но та женщина, которая рядом с ним сейчас, она хитростью, подлостью и коварством этого мужчину у вас украла, грубо говоря, да? Украла. Потому что вы должны были быть с ним вместе. Должны. Ах, девчонки. Грусть, печалька, конечно, но смотрите, на венец, в венце этот мужчина вам дает руку, а вы эту руку принимаете. С его стороны, видите, любовь сердца, а с вашей стороны, я не знаю, дружба, что ли, дружба, либо принятие этого мужчины. Здесь как второй шанс будет дан, либо возможность на то, чтобы вы с ним начали общаться, как-то сотрудничать, либо я не знаю, познакомились в конце концов. Здесь мне показывают будущее, мужчина перед вами откроется. По крайней мере, он перестанет скрывать свои чувства. Может быть, в лицо и не скажет, да, но вы начнете понимать, да, кто вас любит. Ведь мы, женщины, чувствуем, если мужчина любит, либо интересуется нами. Вот и у вас такое идет. Но с его стороны прям любовь любовная, а с вашей стороны просто принятие, не знаю, дружба, общение идет. Но он вам руку дает, а вы свою ему даете в ответ. Вот что идет. Девочки, у кого мужчина-коллега отыграется, потому что есть такие, у кого именно на работе такой мужчина, он сейчас абсолютно такой, кажется, равнодушный. Равнодушный просто до упора. То есть, бывают разные люди, да, бывают люди, которые просто не обращают внимания, но они все равно как-то общаются, разговаривают, там, общие там, какие-то темы поддерживают. А этот прям такой отстраненный, знаете, вот вообще там лишний раз и не посмотрит. Лишний раз и не посмотрит. У кого-то даже отыграется, что это ваш вот мужчина, который либо старший по должности, либо даже начальник. И вы думаете, о, какой валенок, да, либо о, какой у меня там строгий начальник. На самом деле он вас любит и всеми силами скрывает свои чувства. Вот. Прям совсем не общается. У кого-то сосед такой, у кого-то родственник такой. Но причем родственник, он вам не по крови, а скорее как пришлый родственник. Допустим, там муж какой-нибудь вашей там двоюродной, троюродной сестры. Как пришлый. По крови нет родства. Есть родство только лишь через кого-то. Венец. Нет, что-то между вами явно будет. Явно будет. Вы принимаете, он любит. Девочки, он явно вам будет чем-то помогать. Чем-то в чем-то помогать. Причем помощь идет колоссальная, поддержка идет колоссальная. В принципе, он ради вас готов, я не знаю, там метнуться на небо за звездочкой, причем не один раз. Только, как говорится, попроси. Но вы такая скромная, вы не станете просить. Не станете. Так, еще я сейчас такую вещь скажу. Вот тоже вам поможет узнать, кто этот мужчина. Этот мужчина, вернее, его жена, да, его, это женщина, с кем он там живет, да, жена, либо кто, сожительница. Вот она к вам как-то очень плохо относится. Либо она, в принципе, ко всем людям плохо относится, либо конкретно к вам плохо относится. Она как чувствует угрозу с вашей стороны. Вот подумайте, с какой женщиной вы, замужней женщиной, вы в напряженных отношениях. Вот подумайте, и это вам подсказочка. Прям совсем плохие у вас отношения. Либо вы прям друг друга избегаете, либо у вас конфликт какой-то произошел, и именно по вине той женщины. Вот ее муж, это он. Это он. Так.
Знаете, еще тут показывают такую тему по поводу мужчины, который сейчас вокруг вас крутится. Крутится какой-то мужчина, он неблагополучный. Он неблагополучный, и здесь ничего не выйдет. Вы как в последний момент вот поймете, что вам с этим мужчиной не по пути, и вы сами от него откажетесь. Хотя мужчина много что будет вам обещать, а вы прям поймете, что он врет. Врет. Может быть, на вранье его поймаете, а может быть, вот интуиция прям прокричит, что это лгун и мошенник. Вот от этого мужчины вы отвернетесь. Вы для него, как, знаете, билетик в лучшую жизнь. Он не рассматривает любовь как чувство, как стимул для жизни. Он такой, знаете, приспособленец, ему бы куда-нибудь свою пятую точку в теплое место пристроить, да, и типа наслаждаться жизнью. Вот, и вы это поймете. Вы поймете, и вас прям отвернет от этого мужчины. Отвернет. Так. И еще момент, который тоже очень важен. Здесь женщина, которая перед вами в чем-то виновата. Она скрывает свой стыд, какой-то позор и чувство вины какое-то очень сильное. Она это скрывает. А знаете, что она делает? Она как заменяет понятие. То есть она перед вами виновата, и она вместо того, чтобы признать свою вину, начинает винить вас, что, дескать, это вы виноваты во всем. Это вы ее к этому толкнули, подтолкнули. Вот если бы какая-то другая была, она бы типа этого не сделала. Эта женщина похожа на вашу подругу. Она как-то в последнее время начала немножечко избегать общения с вами. Она очень боится, что вы узнаете правду, что вы узнаете об этом ее дурном поступке, либо об этом ее дурном поведении. Очень боится. И какая подруга недавно начала пропадать, отворачиваться от вас, это она. Чувство вины, такое гнетущее чувство вины и страх, что вы все узнаете. Узнаете и не простите. Она ведь знает ваш характер, знает, что вы человек честный и справедливый, что вы резкий человек. Вы такое не простите. Вот что-то она сделала. Почему она это сделала? Ну, ребятки, у кого-то отыграется по глупости, по тупости, а у кого-то из, не знаю, какой-то обиды, может быть, да, обиделась на вас, думает, сейчас я тебя проучу. Наделала делова, теперь сидит, локти кусает. И такое есть. Так, еще мне показывают какую-то вашу родственницу, либо родственника. Человек, с кем вы либо крайне мало общались, либо в последнее время крайне мало общаетесь. Этот человек как-то вас критиковал очень сильно, и вам от этого человека в свое время очень сильно досталось. Да? Какие-то обиды были, критика, человек был вами всегда недоволен, какие-то слова вам нехорошие говорил. Вот. Вы перестали общаться, либо какое-то минимальное общение между вами. Сейчас этот человек на вас смотрит и вами, восхищается, да, смотрит и радуется. Потому что вопреки тем всем словам, которые этот человек говорил, вы многого добились, вы многое смогли. Вы доказали, что вы очень стойкий, сильный и несгибаемый человек. И вот хочется сказать вам, что молодец, ты молодец, я тобой горжусь. А язык как будто бы к небу прилип, понимаете? Прилип к небу. И слова эти не произносятся. Вообще вам от этого человека за вот эти обиды, несправедливость, которую вы пережили, какой-то подарок будет. Подарок, причем такой, знаете, значительный. Кому-то наследство будет оставлено, кому-то действительно подарок придет, может быть, деньги даже какие-то зайдут. Но это будет. Человек не словами, но делами покажет, как он к вам относится. Да. Знаете, что вас любят, что вы любимы, хоть вам об этом и не говорят, но вас действительно любят. По крайней мере, вот этот мужчина точно вас любит. Любит, но молчит. Самое главное, что все это раскроется. И вы видите, друг другу руки подаете. Это будет. Чуть попозже это будет. Даже вам скажу, когда. Здесь 2 периода времени показали, то есть в течение 2 месяцев это произойдет. Вы точно узнаете, кто вас любит. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.